Крымское ханство было одним из самых могущественных государств Восточной Европы. Его границы охватывали довольно обширные территории. Помимо самого Крымского полуострова, как центра страны, в пределы ханства входили земли и на континенте. На севере, сразу же за Оркапы, Перекопом, раскинулся Восточный Ногай, на северо-западе – Едесан, на западе – Буджак, а на востоке – Кубань. Границы ханства зафиксированы во многих письменных источниках XV-XVIII веков. Другими словами, если взглянуть на современную карту и сопоставить имеющиеся карты прошлых столетий, то можно увидеть, что в границы независимой крымско-татарской державы входили современная Одесская, Николаевская, Херсонская, частично Запорожская область Украины и большая часть современного Краснодарского края. На западе от Крымского полуострова между реками Днестр и Дунай раскинулись земли буджакских татар. Эта местность представляла собой сплошную равнину без гор и лесов, однако чрезвычайно плодородная почва компенсировала местному населению этот недостаток хорошим урожаем зерна. В жаркие летние месяцы ощущалась нехватка воды. Даже самая большая река этого региона, Кагалнык, пересыхала, поэтому нагайцы сооружали во внутренних районах этой области глубокие колодцы. У буджакцев, впрочем, как и у остального населения Крымского ханства, вырыть колодец стало доброй традицией и делом чести. Этот обычай передавался из поколения в поколение. Буджак не был богат лесами, но предприимчивые нагайцы нашли выход из этого положения. Они вынудили кудрянов, одно из молдавских племен, живущих на границе с Буджаком, заключить с ними договор, по которому те должны были ежегодно доставлять крымским татарам определенное количество бревен из молдавских лесов. Буджакцы были известны как хорошие земледельцы, скотоводы, охотники и пчеловоды. Пшеница, рожь, ячмень, проса и даже виноградники культивировались в этом регионе. Излишки отвозились на продажу в приморские города, от Керман и за Дунай в Килию. Конечно же, соседство с молдаванами приводило к постоянным стычкам между этими разными народами. Между ними почти никогда не было мира. Приграничные села, как молдаван, так и нагайцев, постоянно страдали от непрошенных гостей, как с одной, так и с другой стороны. Буджак всегда был оживленным регионом. Здесь в разные времена оседали многие народы и племенные союзы. Однако аборигенами этих земель принято считать фракийские племена. Позже автохтонов ассимилировали скифы. Их сменили сарматы, затем готты и гунны. После смерти Аттилы гунны еще некоторое время проживали в этих местах. О себе они оставили память в виде топонима Гунивар. Так, по мнению шведского историка Иоганна Эриха Тунмана, называли часть нынешнего Буджака. Но и они, а точнее большая часть гуннов, которые не захотели уходить, вскоре смешались с булгарами, а те, в свою очередь, с печенегами. В начале XI столетия в этих местах осел тюркский народ – куманы или кыпчаки. Со временем кыпчаки владели не только Буджаком, но и всем Северным Причерноморьем, а со временем, как и их предшественники, приняли активное участие в формировании этногенеза крымских татар. Сохранились сведения, что здесь, в Буджаке, проживал один из кыпчакских князей, некий Бессараб. Его именем стали называть и жители этого региона – бессарабами. Так ли это было на самом деле, или это всего лишь легенда, неизвестна по сей день. А вот польский архидиакон из города Гнезно, чего имени история не сохранила, писал в своем труде, что жители Буджака до 1259 года называли бессарабы. Однако и здесь стоит оговориться.
Этот аноним черпал свои сведения из хроники своего соотечественника, польского священника Годислава Башко, чье историческое произведение не отличается достоверностью и содержит много неточностей. В книге Иоганна Тунмана говорится о неком кыпчакском князе Балихане, жившем в первой половине XIV века в резиденции Карабуни. Кучук Кан Тимур-оглу, более известный как князь Дмитрий Кантемир, полагал, что Карабун находится на месте современного города Татар-Бунары, ныне в Одесской области, основанного крымскими татарами в XV веке. Этот князь или хан известен тем, что в 1346 году принял участие в гражданской войне Византии и оказал помощь византийской императрице Анне Савойской в борьбе против ее недруга Иоанна Кантакузина. С XV века земли кыпчаков периодически формально и номинально переходили во власть соседей. Сначала валахам, при которых за Буджаком закрепилось название Бессарабия, а после и венграм. В источниках за 1399 год говорится, что земли Буджака принадлежали некоему Мурзе, возможно, из местных кыпчакских князей. Но с 1412 года часть этих земель числится уже за молдавским князем Александром. С 1469 по 1474 год Западной Бессарабией якобы владел знаменитый валашский князь Дракул. Но в 1474 году он отдал эти земли османскому султану Мехмеду II Фатиху. Спустя несколько лет Буджак снова завоевали, на этот раз молдавский господарь Стефан Великий. А через 2 года эти земли стали татарскими, точнее ногайскими. Первоначально здесь осело более 30 тысяч ногайских семейств. Свой этноним буджакский они получили от названия населенного пункта Буджак, расположенного в районе Днестровского лимана. Предположительно, этимология названия города и региона восходит к тюркскому слову «буджак» – «угол». Именно этот город на некоторое время становится столицей Буджака. С самого начала в Буджаке выделяются 2 наиболее влиятельных клана – Орак-оглу и Орум-гет-оглу. Главы этих родов подчинялись крымскому хану и при необходимости могли выставить от 30 тысяч до 56 тысяч воинов. Эти воины отличались не только своей выносливостью и отвагой, но и неспокойным нравом и свободолюбием. Буджакские воины или аскеры пользовались уважением и особой привилегией. Со временем многие из ногайцев Буджака состояли в личной ханской гвардии Капы-Кулу. Известно, что в последние годы правления хана Шагина-Гирая бендерский паша с согласия османского султана сделал все возможное, чтобы сместить назначенных ханом начальников и чиновников Буджаки и попытался привести Буджак в подданство Османской империи. Однако формально османские власти не смогли подчинить себе своевольных буджакцев, которые до последнего дня надеялись вновь возвести на трон своего хана Шагина-Гирая. По отзывам путешественников, ногайские татары честны, добродушны и гостеприимны. В домашнем быту, обычаях, привычках, языке и религии они схожи с остальными ногайцами. Они подвластны своим мурзам и беям, которые входили в Государственный совет Диван. Так же, как и в остальных ногайских регионах ханства, крымский хан назначал сюда своего родственника Сираскиром. В Буджаке, в городах Каушана и Бендеры находились резиденции крымских ханов, куда последний приезжал вместе со своим пышным двором. Кроме упомянутых городов, здесь также росли и процветали другие – Татар-Бунары, портовый город Аккерман, Табах, город озера Ялпуш. Напротив этого города во времена кыпчаков стоял город Тинт, но и он был разрушен османами и больше не восстановлен. До второй половины XVIII века можно было видеть его развалины, а также небольшой городок с крепостью Бир на Днестре. Границами между ханскими областями на континенте в основном служили реки. Так, земли едисанских ногайцев, Едисан или Западный Ногай, раскинулись между реками Аксу, Бугом, Озюсу, Днепром и Турла, Днестром, гранича на западе с Буджаком. На юге земли Едисана омывались Черным морем, на северо-западе
граничили с Речью Посполитой в районе реки и одноименного населенного пункта Кодыма. Вся территория Едисана изначально находилась под властью крымских татар. В 1492 году на побережье Черного моря, рядом с устьем Днепра, крымским ханом Менглигераем была заложена крепость Кара-Кермен. Но в 1526 году крепость перешла под владение османов и с этого года стала именоваться как Очаков. Остальная территория Едисана по-прежнему оставалась за крымскими властителями, и населяли ее нагайцы Едисанской Орды. С образованием Крымского ханства жители исторической области в Северном Причерноморье и Едисан, потомки кыпчаков, перешли под защиту крымского хана, который закрепил за ними земли для жительства. Историк Тунман, описывая Едисан, отмечал, что здесь проживали независимые сильные кланы. В 1758 году они восстали против крымского хана Халима-Герая и привели к власти хана Крым-Герая. Другими словами, едисанцы могли влиять на политические процессы своего государства. В общественном строе и образе жизни они мало чем отличались от восточных нагайцев, и историческая судьба этой страны была схожа с восточным нагаем Крымом. Что касается климата, то в степи он был суровый. Зимы начинались рано и сопровождались ветрами и морозами, а летом было жарко, но из-за постоянно дующих ветров зной переносился довольно сносно. Большая часть территории Едисана представляла собой равнину, но в северной и восточной его части были горы и долины. А вот в южное море равнины и редко встречающиеся песчаные холмы. Растительность в этих местах была скудная, только высокая трава, где выпасались стада баранов, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов. Почва была плодородной. Здесь произрастали хорошие сорта пшеницы, которые приносили немалые доходы местным жителям. Приносили доход и несколько соляных озер на юге Едисана. Если во внутренних областях соседнего восточного нагая чувствовалась нехватка воды, то через Едисан протекали реки Ахсу, Турла, Кадыма, Чапчаклы, Большая и Малая Березань, Улу, Кучук-Делигель и множество мелких речушек. Историческими центрами региона были крымско-татарские города – пограничная Балта, Дубасары, Яны-Дунья, город на побережье Черного моря с гаванью и крепостью, прибрежные города-крепости Возия и Хаджибей. Жители городов Едисана, как правило, занимались торговлей. Сразу же за городом-крепостью Оркапы начинались бескрайние степи. Это и была историческая область, получившая название Восточный Нагай. На юго-западе он омывался Черным, а на юго-востоке – Азовским морями. На севере нагайские земли граничили с землями Запорожской Сечи, его естественной границей были реки Озюсу, Днепр и Дон. Жителями этой степи были две большие нагайские орды. Юг принадлежал джумбулукам, а север – дидичкульцам. Каждая делилась на отдельные кланы. Шведский историк Тунман называл имена таких знатных семейств, как Чазлу, Казай-Мурза, Исмаил-Мурза, Бадраки, Баяташ и многие другие. Немецкий путешественник Эрнест Клейман, посетивший Крым в 1768-1770 годах, сообщил не менее важную информацию о численности жителей Восточного Нагая, а именно о 500 тысячах нагайских семейств. Во главе каждого рода был Мурза, который в свою очередь находился под властью крымского хана. Как известно, в Крымском ханстве не было регулярной армии, но крымский хан всегда мог положиться на своих верных нагайцев. По первому уведомлению о военном походе в степи собирались аскеры и присоединялись к ханскому войску, выступавшему из Оркапы, Перекопа. Как правило, во главе каждой из 5 наиболее крупных нагайских орд находился один из принцев династии Гераев. Эта высокая должность называлась сираскир. По заведенной традиции главы знатных нагайских кланов были обязаны в канун больших мусульманских праздников посылать в Бахчисарай ко двору крымского хана 4 мурз с подарками и пожеланиями счастья и долгого правления. В остальном же нагайцы были свободными людьми. Степняки имели свой уклад жизни, удобный им в привычном ареале проживания. Нельзя сказать, что в степи не было городов, крепостей и крупных населенных пунктов. Конечно же, они были, вот только какая численность населения была в городах, сейчас сказать трудно. Однако они процветали и богатели благодаря товаро-рыночным отношениям.
В Восточном Ногае были известны такие города, как Олешки, Аслан, город на Днепре, о котором сохранилось крайне мало сведений, Ениче, современный город Геническ на берегу Азовского моря, Кинбурун или Колбурун, которого уже не найти на современной карте. Из укрепленных городов-крепостей сохранились сведения о Козы-Кермени на Днепре, Ислам-Кермени, ныне город Каховка, рыбацком поселении Алиагок, современный город Скадовск. Кроме этого, по всей восточно-ногайской степи были поселения и укрепления. Как правило, в плане они были однотипными. Прочные дома, большие дворы, между которыми обязательно сохранялось расстояние в 50 или 60 шагов. Посреди каждой деревни находилось обширное пространство, площадь, на которой молодые татары могли упражняться в боевых искусствах, и обязательно возвышалась мечеть. Несмотря на то, что ногайцы исповедовали ислам, у них еще долгое время сохранялись обычаи, восходящие к временам, когда тюрки исповедовали тенгрианство. Путешественники в своих описаниях татари отзывались о ногайцах степи как о людях приветливых и гостеприимных и называли их храбрыми воинами. Во время военных действий ногайцы были самыми лучшими лучниками. Кроме лука, большинство из них были вооружены саблей, длинным дротиком, называемым сунгу, кинжалом и кожаными веревками. И лишь немногие носили огнестрельное оружие. В мирное время етичкульцы-джамбулуки занимались отгонным скотоводством и земледелием. Так как почва в степи была плодородной, здесь выращивали пшеницу, красные и желтые просы, ячмень, гречиху, спаржу, чеснок и лук. Излишки шли на экспорт, их ногайцы, как правило, везли в крымские портовые города. Главными предметами сбыта были злаковые культуры – мясо, масло, мед, воск, шерсть, шкуры и так далее. Восточный Ногай территориально довольно обширен и представлял собой равнину с редкими возвышенностями. Чувствовался недостаток в пресной воде из-за малого количества рек, особенно в центральной части этой области. Однако спасали колодцы, которые ногайцы сооружали повсюду. Правда, на юге все же было единственное озеро Сулцу – молочные воды с пресной водой. Повсюду рос кустарник, лесов здесь не было. Как замечает Тунман, в степи росли душистые травы, и воздух здесь был пропитан очень приятным, одурманивающим крепким запахом. А тюльпаны были самыми обычными цветами. В ногайских степях была выведена особая порода лошадей. Называли ее бахмат или тарпан. Именно об этой необычной породе лошадей упоминали многие путешественники, посетившие Крымское ханство. Одно из ранних упоминаний встречается в 1574 году у польского хрониста Яна Красинского. Эти дикие лошади отличались тем, что рождались с красноватой шерстью, которая с годами становилась серого мышиного цвета, а грива, хвост и полоска по крестцу оставались черными. Они славились своим норовом и выносливостью, их было трудно поймать и очень тяжело приручить. Особая крымская порода лошадей была выведена в ханстве специально для военных походов в XV веке и считалась собственностью ханов. Ханские табуны выпасались и содержались на арабатской стрелке. Эта порода не отличалась красотой, однако крымские коневоды строго следили за чистотой этого вида лошадей. Конечно же, в конюшнях хана, родовой аристократии и просто зажиточных горожан были и другие лошади, иногда даже арабские скакуны, но бахмат здесь ценился выше всех остальных. Именно эту породу строго запрещалось продавать или дарить за пределы государства. Нельзя обойти вниманием еще одну особенность ногайских степей. Это курганы над могилами некогда захороненных в Северном Причерноморье знатных тюрок. Многие из этих курганов восходили к скифским временам. Путешественники, побывавшие здесь в ханский период, еще могли наблюдать на вершинах курганных насыпей каменные статуи с лицом, всегда обращенным к востоку. Одним из самых интересных исторических регионов были земли на востоке крымско-татарского государства. Это часть нынешнего Северного Кавказа с территории, прилегающей к реке Кубань. Здесь оседло жили те ногайские татары, которых называли либо кубанцами, либо малыми ногайцами. Примечательно, что кроме них в этой местности жили подвластные ханству черкесы и адыги. В
период Крымского ханства земли кубанских татар граничили на западе с Восточным Ногаем, на юге и востоке с Кавказом, а на севере только в XVIII веке с Россией. Эта область отличалась большим природным разнообразием в силу своего географического положения. В отличие от своих соплеменников, живших в безводной степи, буджаков, едисанцев, едичкульцев и джамбулуков, кубанские нагайцы не испытывали недостатка в воде. Почва была плодородной, и здесь росло много полезных и целебных трав. А вот земли у кавказских границ или Нижней Кубани были живописными и привлекали не только красотой своего ландшафта, но и богатством. Здесь начинался предгорный район. Долины сменялись возвышенностями, горами и лесами. В этих местах росли многие виды деревьев, хвойные и лиственные. Жители этих мест выращивали фруктовые сады. С глубокой древности территория Кубани и Таманского полуострова была населена скифскими племенами, сарматами, аланами, синдами, ясами и другими народами, сменяющими друг друга. Одни растворялись в новых этносах, другие, не смешиваясь, продолжали сосуществовать с новыми. Со временем здесь образовалась эллинская колония. В первой половине VI века до нашей эры у устьев рек Дона и Кубани выросли торговые фактории и города. Наиболее известными из них были Танаис, Фанагория и Германаса. Очевидно, города возникли не на пустом месте, а вырастали из поселений сарматов и синдов. Позже цветущие богатые колонии вошли в состав могущественного Боспорского царства с центром в Пантикопее. В разные времена сюда приходили гунны, булгары и авары, а в 679 году эти земли вошли в состав Хазарского каганата. Каганат долгое время был самым цветущим и могущественным государством. Уже после того, как хазарское государство распалось, северо-восточная часть Кубани попала под влияние кыпчаков. С этого времени появились новые города, среди них Тана, Азов, и Матрига или Томи, Тамань. В золотоордынский период Кубань вошла в состав Джучьего улуса. Однако стоит оговориться, что народы, проживавшие в лесных и предгорных местностях, формально так и не подчинились назначаемым из города Сарая наместникам. С образованием Крымского ханства земли Таманского полуострова и Кубани вошли в состав нового государства, так как на этой территории в большинстве своем наравне с черкесами и адыгами проживали нагаи, которые и поддерживали династию Гераев. На Кубани сосуществовали разные по своему происхождению и этнической принадлежности народы, хотя на определенном этапе все же имевшие общих предков – скифов, сарматов, аланов, роксоланов и других. Нагайцы подчинялись своим беям и мурзам, а черкесы – своим князьям. Некоторые источники сообщают, что между нагайцами и черкесами были постоянные войны. Это преувеличенная информация. Конечно же, столкновения происходили, но неясно, о каких войнах шла речь. Проживавшие на Кубани татары делились между собой на малых или черных – Карана, Гайлар и кубанцев. Они разделялись на роды и ареалы проживания. Образ жизни, внешний вид, обычаи, уклад жизни, религия, домашний обиход кубанских татар почти не отличался от других нагайцев. Жители приазовских степей сеяли в основном проса, занимались скотоводством, овцеводством и коневодством. Кумыс и буза – их главные национальные напитки, впрочем, как и у их соседей черкесов. Как известно, черкесы становились аталыками, воспитателями многих принцев из династии Гераев. Следует отметить, что на территории Крымского ханства, а точнее в землях кубанских татар, с 1708 года проживали бежавшие сюда с Дона казаки-некрасовцы. Они были недовольны чинимыми Петром I притеснениями, и ханская администрация разрешила обосноваться им на Кубани. Со временем они основали здесь свой город Некрасов. В период Крымского ханства на Кубани развивались и разрастались города, такие как Тамань, на южной стороне реки Кубань. Населяли его как нагайцы, так и черкесы. Он находился на берегу моря и являлся портовым. У берега постоянно находились суда, которые перевозили на Крымский полуостров и обратно всех желающих. На северо-востоке от Тамани лежал небольшой город Темрюк. Его основали черкесы в золотоордынский период. Недалеко от места, где когда-то был большой богатый город Фанагория, нагайцы основали укрепленный город Кизилташ. У Азовского моря находился городок с гаванью Актар.
На главном рукаве реки Кубань лежал город Керменчек или Курман. В XIV веке он был одним из известнейших городов этой местности. Город Копыль или Копыль находился на востоке и был резиденцией кубанского сираскира. Он был основан недалеко от другого города, ранее носившего такое же название, но со временем переименованный в Эски-Копыль – Копыль. На востоке региона лежал еще один город – Беледе-Кой. Все эти города принадлежали крымскому хану. А вот у реки Лаба был черкесский город Бесленине или Беслен, принадлежавший с 1758 года кабардинскому князю. В городах находились несколько черкесских крепостей. Так, довольно обширная территория Крымского ханства процветала и богатела на протяжении своего существования. Надо отметить, что границы ханства никогда не были четкими, и часто, например, Восточным Ногай и едичкульцы переходили за границу Днепра. Они считали и эти земли своими, и не только они. С могущественным южным крымским соседом считались, его признавали, боялись и уважали.